Просто вспомним историю нашего колледжа. Он был создан 18 октября 1948 года. В будущем году нашему колледжу исполнится 70 лет. Тут вот видите, да, что в 1948 году было музыкально-художественное училище. Первое отделение там получается художественное, вокальное, хореографическое. Потом на следующий год было создано фортепианное, струнно-смычковые духовые инструменты. В 50-51 учебном году хоровое дирижирование и инструменты народного оркестра. В 1953 году было создано отделение теории музыки. В 1958 году наше училище отделилось от художественного, стало уже самостоятельным учебным заведением. В 1993 году было организовано фольклорное отделение. В 1998 нашему колледжу присвоено имя Марка Николаевича Жиркова. И в 2009 году, это у нас самое молодое отделение, было создано эстрадно-джазовое отделение. Итак, как я говорила, в будущем году, 18 октября 2018 года, нашему колледжу исполнится ровно 70 лет. Мы начинаем активное движение вот в рамках этого юбилея и предлагаем провести, значит, студентам, преподавателям нашего колледжа 70 концертов к этой дате. И, значит, вот как бы в качестве предложения можно открыть вот этот наш юбилейный год, 18 октября уже этого года. Да? Надо сказать, что 70 концертов – это не цифра для нас, потому что у нас студентов уже около 200 человек, да, преподавателей 90. То есть если каждый даст хотя бы по одному концерту, это будет уже почти 300 концертов. Конечно, 70 концертов, ну, это будет так вот символически, будем потихоньку нанизывать. Естественно, будут организованы встречи выпускников, будет большой юбилейный концерт, будут, значит, проведены самые различные конкурсы. Наше учебное заведение вот, с 1998 года носит имя Марка Николаевича Жиркова. Ему в этом году исполнилось 125 лет. Как вы видите, среди наших педагогов, которые вот работали ну, уже лет 30-40 назад, да, здесь вот очень известные имена. Это композиторы Грант Григорян, первый якутский дирижер-хоровик Феврония Баишева, значит, пианистка Полина Розинская, композитор Герман Комраков, музыковед Эдуард Алексеев, ну то есть вот очень известные люди, композитор Николай Берестов, Валерий Кац, первая якутская пианистка Майя Иванова, значит, вокалист известный очень Петр Кривошапкин и пианистка Юнона Увхолова. То есть это наши самые известные имена в музыкальном мире. Первый курс, наверное, сейчас вот с ними уже знакомится. Вот, кстати, вот несколько документов, тут вот, правда плохо видно. Это, значит, справка о том, что вот Марк Жирков, чье имя носит наш колледж, он являлся первым якутским композитором, который стал членом Союза композиторов СССР. Тут вот написано, что он является членом Союза советских композиторов и занимается творческим трудом. Это справка 1946 года. Впервые музыка Марка Николаевича Жиркова, она прозвучала в космосе. Значит, был вывезен диск с музыкой Марка Николаевича Жиркова и его портрет. Ну, наверное, видели, да, многие вот по телевизору показывали. Но это вот впервые, что вот музыка якутского композитора звучала в космосе. Он, конечно, был первым, Марк Николаевич Жирков. В частности, он является зачинателем музыкального образования в нашей республике. Он создал первую музыкальную школу и имеет непосредственное отношение к созданию нашего музыкального училища. Ну, естественно, он также является создателем музыкального театра, автором первых якутских опер и первого якутского балета. То есть это вот, ну, как бы основоположник, человек, который создал систему музыки, вообще музыкального искусства в нашей республике. В этом году отчетный концерт нашего колледжа, конечно же, был посвящен вот этой знаменательной дате. Вот видите фрагмент, да, фотографии, это открытие нашего концерта отчетного, посвященного 125-летию Марка Николаевича Жиркова. В целом, вот за 70 лет вот, практически работы, да, значит, нами выпущено свыше 1700 выпускников. Сейчас вот там дальше пойдет. Ну вот, например, вот наши выпускники-композиторы Захар Степанов, Василий Зырянов, Владимир Ксенофонтов, Полина Иванова, Алексей Сазонов, Кирилл Герасимов, Валерий Шадрин, все они являются выпускниками нашего колледжа. Это люди, которые сочиняют музыку. Вокалисты наши известные, конечно, да, тоже тут фамилии и имена, которые многим известны. Матвей Лобанов, Семен Оконешников,
Нина Чигирева, Прокопий Неустроев, Александр Емельянов, Айталина Адамова, конечно, лауреат конкурса имени Чайковского. На фотографии значит, Александр Емельянов со своим преподавателем, заведующий вокального отделения нашего колледжа Валентиной Ивановной Колодезниковой. Музыковеды, значит, те люди, которые изучают музыку, да, также очень много имен, которые закончили. Первый якутский музыковед Федот Аргунов, например, и одни из последних кандидатов, например, это Татьяна Тихонова и Полина Павлова. То есть это люди, которые занимаются наукой. В центре вот на фотографии это Эдуард Алексеев, он музыковед, сейчас живет в Бостоне, в Америке, и тоже занимается якутской музыкой. Вот рядышком, вот с левой стороны, это Шурочка Татаринова, она кандидат искусствоведения, значит, написала работу по якутскому асохую. Ну, справа это я занимаюсь гармонией музыки якутских композиторов. Также, значит, у нас очень известные музыканты, значит, которые закончили наш колледж. Ну, например, вот Виктор Климин, он также живет и работает в Америке. Светлана Павлова – это руководитель вокального ансамбля «Тоймада». Октябрина Птицына – это руководитель хора оперного театра. Андриан Егоров – это руководитель оркестра государственного цирка. Николай Петров – это руководитель оркестра Национального театра танца. Алексей Унаров – это якутский дирижер, значит, главный дирижер оперного театра. Раиса Захарова, конечно, вы все ее знаете, это известная мелодистка. Значит, мелодист, пародист Александр Бурнашов тоже наш, ну, Игорь Егоров это молодой и так далее, так сказать, это уже там, конечно, идут очень много имен, просто вот несколько выписали. Значит, наши студенты занимаются, понятно, что они занимаются учебной деятельностью, наверное, все обратили внимание, уже расписание висит, естественно, будут изменения, поэтому, если что, конечно, значит, подходите. Так, значит, и занимаются наукой. В частности, вот теоретики выступают на различных конференциях. И вот в этом году, в 2017 году весной, была конференция в Высшей школе музыки. Там практически все места вот заняли наши теоретики. Первое место вот с правой стороны Анжелика Бойко очень интересную работу написала. Вот Миша Горшунов очень хорошо выступил, вот рассказал там по джазовой тематике. То есть вот как бы наукой тоже наши занимаются. Очень много профессоров из разных известных консерваторий нашей страны приезжают к нам и дают вот различные мастер-классы, в частности вот мастер-класс Цыганкова. Вот, значит, ну вот мы ее называем практически, это душа фортепианного отделения. Она является создательницей якутской фортепианной школы, Майя Ивановна Иванова. Она вот, ну, один из старейших педагогов нашего колледжа. Фольклорное отделение, вот фойе тут репетирует Асохой. Вот, ну, значит, открывателем фольклорного отделения был Гаврил Колесов, тоже очень известный аланхасуд якутский исполнитель. Он всю душу вложил вот в наше фольклорное отделение, и сейчас вот на нем работают его ученики непосредственно. Вот, значит, Варвара Абаюкова, значит, Элла Кулагина Соколова, это вот именно его ученицы. Значит, в нашем музыкальном колледже также работает сектор педагогической практики. Значит, все студенты значит, проводят различные занятия со своими учениками. В частности, вот видите, вот новогодний, значит, урок открытый по сольфеджио они сдают. Вот это Наташенька Маслова, теоретик, заканчивала. И вот они тут, каждый ребенок — это нотка до, ре, ми, фа, соль, ля, си, по-моему. И они там пели новогоднюю песенку и получили подарки от Деда Мороза. Фортепианное отделение — это Сандал Семенов. Ну, тут вот как бы из жизни. Иван Степанов, конечно, наша гордость тоже. Это преподаватели-вокалисты вокального отделения, самого старейшего отделения нашего колледжа. В нашем колледже также действует симфонический оркестр, руководителем которого является Ирина Валерьяновна Слепцова. Так, это пианисты. Тут вот некоторые, к сожалению, уже уехали, но есть и действующие пианисты. В нашем колледже также работает первый профессиональный композитор-якут Захар Константинович Степанов. Вот в этом году ему, первому из всех композиторов якутских, было наконец-то присвоено звание «Народный артист РСЯ». Вот я думаю, нужно похлопать. Республика Якутия — это впервые. Потому что до него вот это звание вот никому не было присвоено. И в этом году вот исполняется 45 лет преподавательской деятельности именно в нашем музыкальном колледже. Захару Константиновичу вот Дичковский вручает звание народного артиста. И в этом же году вышла книга, вот, посвященная его творчеству «Творить для народа», автором которой является также преподаватель нашего музыкального колледжа Наталья Саньяхова. Значит, вот Захар Константинович является председателем государственной комиссии,
значит, на которых вот наши выпускники сдают государственные экзамены. Тут видим, да, фотографии фольклорное отделение, эстрадное, теоретики. Вот, значит, везде является председателем Захар Константинович. Ну, наверное, знаете, да, Мастранджело, это, значит, главный дирижер нашей филармонии, Якутской филармонии. Он, естественно, дружит с нашими композиторами, Захар Константинович и Владимир Васильевич Ксенофонтов. 30 апреля вот этого года у нас был очень такой холодный концерт на площади Ленина. Это мы впервые выступали так вот давали открытый концерт. Тут, конечно, большую благодарность хочется выразить духовому отделению. Оркестр приехал со всеми своими инструментами. Зрители были просто в восторге. Они говорят, вот когда, почему каждый день не играете? Конечно, ну, это сложно и холодно. Вот. Но, тем не менее, так сказать, мы выступили и выстояли. Также нужно поздравить, значит, преподавателя нашего колледжа, композитора Владимира Владимировича Ксенофонтова с премьерой его первой якутской музыкальной комедии «Тетя и Пит поспешивший», которая вот случилась совсем недавно, 15 июня. С новым произведением, Владимир Васильевич. Вот. Среди вас композиторы. Это тоже вот историческое событие. Первая якутская музыкальная комедия была исполнена. Так, это фрагменты из этой комедии, это наш союз композиторов, то есть мы, конечно, работаем в самом тесном сотрудничестве. Итак, наш колледж в этом году, значит, выпустилось 40 человек ровно, ну тут не все, это вот тут вот мы тут после экзаменов, после вручений дипломов стоим, тут вот на этой сцене 40 человек вылетело, а заявок на выпускников поступило 87, то есть в 2 раза больше. И практически, так сказать, они, конечно, все были расхватаны как пирожки. То есть сразу все разошлись по учебным заведениям, кто-то поступил. Вот будем итоги скоро подбивать уже.